Короче, ребят, вроде все взял. Я думал, тут у меня целая банка сахарного песка. Сахарный песок оказывается на дне. Профанился я с сахарным песком. Не знаю, в амбаре запас есть или нету, но, блин, тут у меня остаток только. Так что сладости сегодня в этом походе не очень так и будет. Я думал, там в рюкзаке пустой банки не было. Обычно я знак, если пустая банка, надо отвезти там сахарный песок. Я и забыл привезти. Да. Ну, что поделаешь. Ну, сейчас уже можно дверь немножко закрыть. Вот этот лук, это свой. Как бы летом мы сажали. Жена этим всем занимается. Огородом, конечно. И лук хорош тем, что вот летом зелень мы кушаем от лука. А зимой вот этот лук еще, знаете, всю зиму, вот мы с осени всю зиму едим этот лук. В этом году хорошо сохранился. В прошлом году очень много гнили было, ну, не смогли сохранить. Ну, это год такой. И сейчас вот, думаю, уже в феврале все этот лук закончится у нас. И уже будем мы тоже покупать. Вот. Сейчас я этот лук немножко обжарю. И туда закину каши. Вот такой перловой каши. Очень вкусно. И мне написали, что не из дешевых такая каша. Рекомендую всем. В принципе, мне понравилось. Вот и что мне нравится, я всегда рекомендую. Вот. Растительное масло и отправляем на печку. Чайник уже закипает. Ну, тоже завтра будем готовить. Вот. Еле как. Не дымит ничего. Я вообще доволен этой печкой. Только вот, наверное, все-таки может рано или поздно я переделаю эту дверь, чтобы вот так открывать. Чтобы сделать. Это надо станцию сюда помощнее, 6 киловатт, как мне писали, и с сваркой там буквально 10 минут работы, ну полчаса, не буду там быстро говорить, там угольник приварить и навес, все, делов на полчаса буквально. Ну все, уже начало журчит. Ах, как вкуснятина приготовим. Поверьте, очень вкусно получится. Эту кашу я в прошлый раз тоже показывал, уже снимал. Вон она как выглядит. Очень много мяса. Ну и сама перловка. Сразу вот мясо попадает. Вот, очень много их. Так что, если найдете в магазине, попробуйте, не пожалейте. Каша перловая с говядиной. Именно с говядиной мне нравится. Там полбанки тут мяса. Полбанки мяса. Это действительно консервы, так консервы. Вот. Очень много. Я не знаю, что за мясо, но факт, что он существует, тут есть. Бывало там консервы, там говядину я брал. Именно говядину, и там даже и, ну, непонятно, что наложили, а мяса там не видать. Все, пусть греется. Такая у нас получится так. Получится у нас такой завтрак. Растительное масло, наверное, еще надо добавить. В
принципе, хватает достаточно. Он бездельник мой. Просит хлеба. Чай. Чай. Вот так. Пусть пока хлеб поест, а потом уже позже накормлю. Крепыш, мужик. Вроде погода, снег перестал, даже там проясняется. Но сегодня -1, так показывало, вечером даже. Посмотрим как. Все может быстро все поменяться. Так, сани, наверное, я оставлю. Так, или добор возьму. Сани, наверное, таскать не стану, потому что я там по целине буду ездить. И сани лишний груз. А Тулан за мной придет, догонит. Вот. Так. Кочегарим чуть-чуть. А, какая-то техника едет. Куда он рванул, думаю? Непонятно, что едет. Четырехтатный, наверное, думаю. Да, это не... Да, это мотособака или четырехтатный буран какой-то. Да. Трещит. Все, сейчас проводит его. Лает там. Да, кто-то поднимается. Так, чайник закипел. Я уже забодяжил Тулану еду. Сейчас по второму разу, наверное, чайник поставлю. Так, так, так. Крутится, вертится, шар голубой. Крутится, вертится, может упасть. Мыши появились, как ни странно. Все готово, ребят. Все готово. Будем завтракать. Дождемся, когда закипит чай, чайник, и поедем на рыбалку. Так, ну что, попробуем. Как и говорил, очень вкусно.
Горячо. Ой. С луком даже вкуснее получилось, чем обычная каша. Вот, скажем, просто нагрел. А с луком такой лук чуть-чуть дает вкус. Бывает, когда сам готовлю, из рябчика или уху я лук не добавляю. А все это в курицу и вот в это. И даже когда морскую рыбу готовлю, вот скажем, минтай я жарю, бывает туда лук закидываю. Ну, там все равно у минтая там, когда не свежая, она какой-то вкус есть, который надо перебить чем-то. Вкусно. Ладно, ребят, я сейчас завтракаю. Дождемся, чайник закипит и поедем на рыбалку. Так, ладно. Сейчас поедем. Радуется.
Ремень буксует. Действительно, сейчас я понял, здесь вообще на подъемы не работает. Подписчик мне предупредил, говорит, не мучай двигатель, ремень буксует. Ну, и сейчас я понял. В общем, газую, а гусеница стоит. Ну, пора менять ремень. Приехал на озеро, как и прошлый раз. Там следы вижу, рыбачили, видать. Ну, попробуем живца поймать. Там как получится. Опа. Так. Ну, снег чуть-чуть еще мягкий. И хоть буран, как сказать, буксует, но все равно едет. А вот уже в марте уже, вон смотрите, сколько снега. Выше колена уже, сантиметров, я не знаю, гадать не стану, но очень много. И вот этот снег, когда уплотнится, тогда кошмар. На буране там ездить. Буксует буран, одним словом. Вот так. Да, собака тонет уже у меня. Вот. А, видели? Ему уже трудно даже ходить. Фух. Здесь попробуем, порыбачим. Вот так, что на берегу, что на льду, все одинаково, снега очень много. Ну вот, так, пробно здесь, наверное, попробую. И чуть дальше. Отпустил камеру, сразу там 3 рыбы я увидел. Сейчас запись включил, вон там, вон, видели? Вон и сколько. Да их куча. И не на дне, вон они. Да, вон они сколько. Это тут плотва. Это плотва тут. И не на глубине, как я смотрю. Не на дне. До дна еще я не дошел. А на дне тоже есть. Круговую рыбу, вон они. Что наверху, что на дне. Вон они. Все, на дно дошел. Кругом рыбы, короче. Попробую порыбачить тут. Так. Прошлый приезд, когда здесь я рыбачил, их тоже много было. Я видел их, но куда-то они ушли. Прям ушли и все. Сейчас я так буду спускать потихоньку. Интересно, возьмет? Нет. Сперва на верхних слоях. Вот, если возьмет, возьмет. Если нет, так и может уже, если не клюет. Так, главное найти их, в каком уровне они берут. Чуть-чуть ниже уже спустил. Так, потихоньку буду. Видите, сколько рыбы? Он запись включил. Вон, смотрите, сколько их там. Сотни. Сотни рыбины вон плавают. Вон. Так. От льда примерно сантиметров на 70 только. Вон их. Десятки, сотни тысяч штук их. И вся эта плотва. Плотным слоем там идет. Там плотва, плотва, плотва. Спускаю, все плотва, плотва. И кругом плотва. До дна. Спускаю, вон. На дне. Кругом плотва. Почему не берет, хрен знает. Сейчас еще второй вид мормышки поставлю. Видели, сколько рыбы там? Сотни. Со льда начинается и до дна. Кругом рыба. Сплошь. Я не скажу, что они крупные там, большие. А на живца мне без разницы, там крупная, не крупная.
Мне бы штук 20 поймать. Не знаю, вот какую мормышку подобрать. Фиг знает. На муравья даже внимания не обратили. Плавают вообще 0 эмоций. Не знаю, удастся, нет, что-то поймать, в общем. Пробурился, 3-е место на середине озера. Тут вроде ничего нету пока. Нет, тут рыбы нету. Вся рыба там, где вот у меня ящик. Вся рыба там. А здесь ни хрена. В середине. И глубоко тут. Так, наверное, будем сматывать удочку. Не хочет нам это озеро рыбу давать. Как ни странно. По первому льду еще мы ловили тут и быстро, очень быстро наловили рыб. А вот уже после этого 2 раза здесь я рыбачу и ни хрена. Наконец-то первая поклевка на игру. Кто-то не удержался, но немножко он сорвался. Все, короче, я сдаюсь. Озеро победило 1-0. Одна поклевка только за час рыбалки. Не меньше часа я тут уже торчу. Рыбы море. Не только, вот скажем, 10 или 20 штук, а тут море рыбы. Вот именно в этом углу. Но не хочет брать. Знаете, в таких ситуациях лучше сетку закинуть на живца там. С мелкой ячеей. Хотя бы несколько метров, 2 метра хватит. Туда 20 штук-то залетит. Чем так мучать себя. И будешь с уловом. Ну вот. Сейчас, короче, я поднимусь еще выше. Еще выше. На километра 3, наверное. И попробую там еще на яйца порыбачить. Именно на яйца попробуем. А здесь можно в другое время. Или вечером, или ночью. Когда-то все равно он будет кормиться, эта рыба, блин. Блин, ледовой стукнулся. Забуривается, блин.
Пипец.